Мероприятие позволило объединить представителей исполнительной, законодательной властей, бизнесменов со всей Республики Коми, экспертов республиканского и федерального уровня, общественные организации и активных граждан со всего нашего региона. Благодаря общим усилиям на площадках форума смогут раскрыться насущные вопросы, проблемы, волнующие предпринимательское сообщество нашего края. Более 300 человек, и это мы видим по залу, с городов и районов обсудят возможности поддержки бизнеса с помощью финансовых инструментов, пути преодоления административных барьеров, развития молодежного предпринимательства, инноваций, проблемы рынков. Как мне известно из исторических фактов, что в таком составе, наверное, долгие годы не собирались. И я просто принял для себя такое решение, что нужно исправлять такие, может быть, легкие нелепости и досадные ошибки, и, конечно же, собираться для обсуждения насущных вопросов, которые стоят перед предпринимательским сообществом. Сразу хочу сказать, что вчера я подписал указ главы республики о развитии малого и среднего предпринимательства. Считаю, что малый и средний бизнес, они стоят в авангарде развития республики, в целом экономического его потенциала. Должен сказать, что поддержка и развитие предпринимательства – это одна из приоритетных, важнейших задач правительства региона. И здесь я не буду лукавить, мы с коллегами достаточно долго обсуждали ряд действенных механизмов, которые, я считаю, что должны быть по-новому переформатированы для успешного развития предпринимательства в регионе. Надеюсь, что сегодня на дискуссионных площадках вы все эти предложения обсудите. У вас есть соответствующая возможность поделиться опытом, предложениями, высказать озабоченность, ряд вопросов, которые на сегодняшний день стоят остро и насущно перед вами. И, конечно, для меня крайне важно получить от вас обратную реакцию, соответствующие предложения, качественные механизмы, которые могут в перспективе сформировать тот самый инвестиционный климат, который требуется для региона с точки зрения развития уже в перспективе до 2020 года. Малый и средний бизнес, как я сказал, это источник доходов. Безусловно, надо отдать сегодня должное, что многие развитые экономики имеют значительную долю ВВП от соответствующего малого и среднего бизнеса. К сожалению, мы стоим только у начала этой работы, и последние события, которые, к сожалению, некачественным и непозитивным образом влияют на развитие экономики страны, в частности регионов, и, конечно, Коми не осталась в стороне от этой негативной тенденции, сегодня получает не то достойное развитие, которое требуется. И хотел бы, конечно, стоять перед отраслью. Результаты обсуждения предложений, надеюсь, все будут зафиксированы, они будут, по сути дела, оформлены в решение сегодняшнего форума, и мы сумеем еще в ближайшее время качественно обсудить все те инициативы предпринимательские, которые сегодня здесь будут предложены. Включайтесь в работу, желаю вам плодотворной деятельности и, конечно, совместными усилиями уверен, что добьемся позитивного результата. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Анатольевич. С приветственным словом к участникам и гостям форума обращается председатель Государственного совета Республики Коми Надежда Борисовна Дорофеева. Добрый день, уважаемые участники форума. Я рада приветствовать вас от лица депутатов Государственного совета Республики Коми, большинство из которых присутствует в этом зале. Сегодня мы являемся участниками важного события для нашей республики, важного для бизнес-сообщества, важного для власти, важного и для всех жителей нашей республики, и в том числе для тех федеральных экспертов, которые присутствуют тоже сегодня на нашем форуме. Хочу сказать, что Государственный совет Республики Коми принял активное участие в подготовке этого мероприятия. Наши депутаты Сергей Вячеславович Артеев, Дмитрий Александрович Шатухин являются членами организационного комитета, идейными вдохновителями этого мероприятия. И более того, Дмитрий Александрович Шатухин на площадке Государственного совета провел и организовал обсуждение на дискуссионной площадке вопросов имущественных и земельных отношений. Уважаемые коллеги, говоря и смотря на тематику сегодняшнего форума, следует отметить, что абсолютно свежий новый формат, абсолютно новое видение и новый взгляд на проблемы предпринимательства в республике.
И это все актуально и значимо, и абсолютно приветствуется всеми жителями. Особо я хочу сказать о площадке, касающейся молодежного предпринимательства. На мой взгляд, сегодня наша молодежь нуждается в этой поддержке, в том числе и законодательной. И благодаря таким форумам и мероприятиям мы помогаем определиться и найти свою нишу на рынке труда. Мы помогаем встретиться с профессионалами, с асами своего дела, получить консультации экспертов. Уверена, что эта площадка будет востребована нашей молодежью и послужит серьезным импульсом для дальнейшего развития своего бизнеса. Уважаемые участники форума, одна из задач этого мероприятия, конечно же, укрепить сотрудничество между властью, бизнес-сообществом, наметить перспективные направления работы, тот вектор, который необходимо будет выстраивать на 2016 и последующие годы. И это взаимодействие, конечно же, очень важно для каждого из нас. В том числе это и касается законотворческой деятельности. Следует подчеркнуть, что Государственный совет Республики Коми открыт для взаимодействия. Мы готовы предоставить площадку по любому вопросу, касающемуся развития Республики Коми. И уже сегодня есть определенные шаги, связанные с проблемами предпринимательского сообщества. У нас есть опыт совместной работы с бизнесом над законодательством. Вы все прекрасно знаете, что был подготовлен и принят республиканский закон о патентной системе налогообложения. Установлена нулевая налоговая ставка для начинающих индивидуальных предпринимателей при применении ими упрощенной системы налогообложения в производственной, социальной, научных сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению. Мы эту работу готовы продолжать, мы ее продолжим и будем рады вашим предложениям. Уважаемые предприниматели, в заключение я хочу обратиться и поблагодарить вас за ваш непростой труд. Мы прекрасно понимаем, как сложно достается, это всегда риск, это зона особого риска, особенно в наше нынешнее непростое время. Это требует от вас самоотдачи, повышения уровня профессионализма, готовности брать ответственность за бизнес, за свою команду, с кем вы работаете, за людей, которые вместе с вами. И не случайно тема сегодняшнего мероприятия «Предпринимательская инициатива» и обозначена. Действительно, сегодня требуется ваша инициатива. При этом вы работаете, как мы понимаем, не только ради собственной прибыли, но и вносите существенный вклад в развитие всех отраслей Республики Коми, расширяете рынок услуг. Поэтому, безусловно, еще раз подчеркну, ваша инициатива, она поддерживается и будет поддерживаться государством. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам всем, чтобы этот форум прошел открыто, прошел честно. И тот диалог, который будет выстроен на площадках, ну, так скажем, панели, они сегодня в новом формате названы, тот диалог между властью и предпринимательским сообществом, бизнесом, он послужил стимулом для конкретных шагов, направленных на развитие и улучшение делового климата в Республике Коми и, конечно же, привлечение инвестиций в республику и внедрение инноваций. Я желаю всем участникам форума интересных дискуссий, адекватных и абсолютно правильных решений, направленных на развитие Республики Коми, плодотворной работы. Спасибо и успешной работы всем. Спасибо, Надежда Борисовна. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, заместителю председателя Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта, руководителю проекта ОНФ за права заемщиков Климову Виктору Владимировичу. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги, уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые друзья. Для меня большая честь здесь выступать. Я, с вашего позволения, вот это приветственное время потрачу не на то, чтобы сказать о том, какой малый бизнес важный для социальной сферы и для экономики, а буквально несколько слов такими широкими мазками
хочу поговорить по существу, да, потому что на самом деле те проблемы, о которых мы сегодня будем говорить, а скорее всего мы будем говорить о проблемах, они в определенном смысле не зависят от региона. Вот стандартный топ-3, значит, из того, что беспокоит малый бизнес, это недоступность кредитов, высокие налоги с плохим администрированием придачи и барьеры. Это вот то, что сегодня, значит, проблемы везде, вне зависимости, мы вот в Коми, в Краснодарском крае, или в Москве, или в Санкт-Петербурге, все равно совершенно. Поэтому тема близка и понятна, и, безусловно, часть этих проблем – это решение федерального формата. Конечно, если говорить про кредиты, 20, 22, иногда 25% кредитов – это запретительная процентная ставка. Она невозможна ни для какого бизнеса. Вы, поскольку вы эту экономику делаете своими руками, вы это получаете лучше всех, понимаете лучше всех. И когда вот, и мы тоже, кстати говоря, понимаем, потому что знаем очень хорошо эту среду, потому что слышим это от вас регулярно в регионах, но вот эти бесконечные диалоги, которые идут в правительстве, между Минфином, Минэкономикой, значит, Центральным банком, да, там какие-то слова, там, монетарный у нас характер инфляции, или какой-то другой, вот они вот всем сидящим здесь в зале до лампочки. Потому что у вас все просто и конкретно. Есть деньги для кредитования и для развития, есть экономика, нет денег, нет экономики. И здесь ничего не поменять. В этом смысле нам очень четко нужно понимать, что вот сегодня, мне кажется, что на всех уровнях, начиная с самого верха, начиная с правительства страны, нужен очень конкретный и понятный KPI. Вот я думаю, что мы в том числе на этом форуме эту идею обсудим. Вот простой и понятный. Вот когда, главное слово, когда 8-10% кредитов будут доступны всем. Вот если мы эту планку поставим для федерального уровня, а соответственно будут нормативы и региональные, да, и показатели эффективности работы в регионах, вот тогда мы будем понимать, на что ориентироваться и каким образом дальше работать. Налоги. Вы знаете, за последние 2 года вот в кризис малому бизнесу везет. Потому что последние 2 года для него было сделано в рамках антикризисных всяких мер гораздо больше, чем за предыдущие 10. Вот это правда, это абсолютно, значит, вот реальность такая, к сожалению. Много сделано по налогам, действительно, и там патент усовершенствовали, и вот это вот сейчас того и гляди для самозанятых примем, налоговые каникулы, значит, ввели, усовершенствовали наконец-то, да, 10 лет уже там надо, говорим, что это нужно сделать, упрощенку в той части, где налогообложение по доходам. Кстати, в регионе, наверное, тоже нужно эту историю продвигать, потому что регионам отданы права, значит, 6% снижать вот эту вот налоговую нагрузку. Это все правильно, это все нужно делать. Мне кажется, вот безусловно, и вместе с совершенствованием налогового администрирования, да, Путин подписал указ, и сейчас мы занимаемся реализацией этой меры. Наконец-то, опять же, да, вместо 3-4, сколько их там всего было, фондов, да, в которые мы сдаем бесконечные вот эти вот и платежки, значит, и отчетности, и все остальное, значит, будет некий один канал, причем по уровню автоматизации, информатизации работы сегодня Федеральной налоговой службы, понятно, что он будет более комфортным для нас, для всех, да, для вот этой вот работы. Но самая главная вещь, которая, к сожалению, до сих пор никак не происходит, в том числе и на федеральном уровне. Минфином всех мастей, всех форматов нужно понять, что только снижение налоговой нагрузки ведет к увеличению ее собираемости и к увеличению доходной части бюджета. Вот до тех пор, пока мы не поймем и пока не будем ответственно эти решения принимать, наверное, все будет вот так, как сегодня, которых достало то, что вместо эффективного инструмента госзаказ, которым формируется рынок и обеспечиваются нужды там, детей, школ, инвалидов, всех. Да, у нас воровство и коррупция. Это реальный инструмент, который работает, который сегодня позволяет, к сожалению, так устроено в стране, выносить проблемы, когда они носят системный характер, на самый высокий уровень и получать самые серьезные поручения первого лица. И вот тогда начинает что-то двигаться. Поэтому вот участие здесь Общероссийского народного фронта в этом формате, мне кажется, это хороший знак. И поверьте, вот, участвуя в таких региональных мероприятиях, мы не только рассказываем, да, как устроено. Вот я в силу должности понимаю, что я сегодня буду отвечать на ваши вопросы, в том числе на непростые. Но мы и собираем от вас фактуру, собираем подтверждение и аргументацию для того, чтобы эту работу нормально делать. Ну и последнее. Конечно, в республике ситуация, наверное, сегодня не самая простая, но корабль плывет, и новая команда сегодня активно поднимает новые паруса и ставит перед собой цели и задачи. Так вот, мне кажется, сегодня очень хорошее время для того, чтобы вот этой новой команде дать очень конкретный наказ. И вот это те самые цели, те самые измеримые, понятные показатели. Вот через год,
через 2 года, чтобы мы все одинаково понимали, когда произойдет вот это и вот это. Понятно, что не все можно сделать здесь и в регионе, стремиться к тому, чтобы вот эту свою часть пути мы все с вами прошли, безусловно, нужно. Я желаю участникам форума хорошей, интересной работы, полезной для себя, для нас, для всех, для органов управления, для общественных организаций. И успехов в вашем нелегком труде. Спасибо. Благодарю вас, Виктор Владимирович. А слово для приветствия предоставляется члену Центрального штаба ОНФ, руководителю регионального исполкома ОНФ в Республике Коми Ольге Викторовне Савастьяновой. Пожалуйста. Всем добрый день. Прежде всего, я хотела бы выразить слова уважения к вашей очень непростой деятельности. И что, наверное, важно, такой серьезной готовности и активности изменять ситуацию и решать те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. А ситуация, конечно, должна меняться. Поэтому сегодня в этом форуме принимает участие очень представительная команда Общероссийского народного фронта, потому что нам очень хочется, чтобы формировалась повестка развития. Но при этом очень важно, что повестка развития нашего общего республиканского дома формировалась прежде всего с участием тех, ради кого этот дом есть. О чем мы можем реально сегодня говорить. При подготовке к сегодняшнему мероприятию мы просмотрели, так сказать, некую историю развития предпринимательства в республике. Ну, может быть, не очень древнюю, хотя у нас участвовали в оргкомитете предприниматели с 23-летним стажем. И те статьи, которые вот по бизнесу публиковались в региональной прессе, мы смотрели газеты. У нас есть такие энтузиасты, которые эти газеты сохранили. Газеты 2006 года, 2008 года. И вот та проблематика, которая была пропечатана в этой прессе, она, в общем-то, сегодня зеркально может быть перенесена на 2016 год. И у нас, вот, и читая бы эту заметку, завтра вы сказали, да, вот сегодня у нас такие проблемы, да, вот понимаете, то есть практически я, видя ситуацию изнутри, могу сказать, что действительно, вот, я скажу про ту же площадку, которую буду вести сейчас в 301 кабинете, это административные барьеры. Основная их масса, вот в Российской Федерации есть статистика, от 60, так сказать, до 40% жалоб предпринимателей по субъектам Российской Федерации, они относятся к муниципальным органам власти. У нас в республике, допустим, вот за 2015 год таких жалоб 48%. И вы знаете, вот решив какую-то конкретную проблему в одном муниципалитете, она в следующий год всплывает аналогичная проблема, как будто вот мы ее не решали, как будто мы ее, так сказать, не обсуждали, никак не выносили, и вот она возникает в другом муниципалитете. Есть конкретные кейсы, которые говорят о том, что муниципальные власти между сделать и не сделать, причем законно можно сделать так и так, они не сделают, понимаете? Вот от этого надо уходить. Очень жаль, что сегодня в зале, я специально посмотрел, перед началом форума, я знаю, что Сергей Анатольевич давал команду всем муниципалам присутствовать на сегодняшнем форуме, но я заметил, по-моему, 2 сегодня в зале. Я не знаю, сколько их, может быть, не попали в зал, опоздали, но посмотрим, как они будут участвовать на круглых столах. Вот. И я хотел бы призвать муниципальные органы власти присутствовать по максимуму на всех площадках, послушать бизнес, что он говорит, так сказать, про вас. Вот. Ну и в свою очередь пожелать всем участникам форума, посыл от исполняющего обязанности главы был конкретный, что результаты у нас должны быть с указом главы республики. И пожелать всем успехов, удачи, чтобы мы отсюда вышли окрыленные, чтобы получили новый импульс, так сказать, для своего дальнейшего развития. Ну и как пожелание, такие мероприятия сделать традиционными в Республике Коми. Спасибо. Игорь Янович, спасибо огромное. Думаю, нельзя обойти вниманием еще одного нашего гостя. Это руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Северо-Западном федеральном округе Игорь Викторович Девятко. Вам слово. Спасибо.
Спасибо большое, уважаемые коллеги. Хотел бы сделать небольшой отсыл к тем лучшим практикам, собственно говоря, тем, чем, собственно говоря, и славится агентство стратегических инициатив, и тем, чем, я надеюсь, мы сможем вам очень активно помочь в тех задачах, которые стоят перед сегодняшним форумом. И эта практика федеральная. Более 3 лет назад началась реализация национальной предпринимательской инициативы. Также рады приветствовать здесь, на нашем большом форуме, директора Департамента по региональному развитию Общероссийской общественной организации «Дело Россия» Помотилова Дмитрия Николаевича. Пожалуйста. Наше почтение. Также хотим отметить, что сегодня в нашем форуме присутствует и гость из Финляндии, господин Олли Похенвирта, председатель Совета директоров компании Russian Capital. Очень приятно участвовать в вашем форуме, и как я слышал, это очень требующий форум был. Я вижу здесь не только опытных людей, но очень много молодых. Это очень важно, потому что молодые – это поколение, которое будет и делать предпринимательство. Когда ты уже взрослый, гораздо сложнее начинать что-то. У тебя семья, у тебя все есть. Есть обязательств много. А молодежь есть энтузиазм и возможности. Это именно сейчас надо и начинать строить. Я тоже слышал очень много слов, что мы живем на ненормальных временах, очень сложных временах. В моем складе весь мир живет так. Очень времена изменяются. В моем понимании, моим бизнесом, что это, и, к сожалению, будет новый нормальный какое-то время. И нам надо посмотреть это таким глазом, что было раньше, оттуда взять, что можно, но и посмотреть вперед. И так и будет. Сейчас новая технология очень быстро меняет наш вид жизни, он поменяет финансирование очень много. И кто получает финансирование, кто нет, это надо реально понимать. И что это требует от общества? Я считаю, что это первый требует доверия. Когда времени изменяется, если нет доверия у власти, у предпринимателей, у трудовых коллективов, это очень сложно делать изменения. Потому что когда найдется достаточно доверия, тогда найдется стабильность на эти новые условия. И тогда каждый понимает, что мы идем правильные пути, и мы этого нашего корабля, мы реально есть капитан, и все участвуют на этом маршруте. В 2013 году почти 15 миллионов евро, но в 2015 12 миллионов евро, что тоже видите, что объем упадет в Финляндии. И не только объем, стоимость товара упадет. И тогда надо именно стремиться на эффективность. У нас фирма занимается, можно сказать, в традиционном плане поддоном. Но только поддон никому не нужен. Это сервис, это понимание клиентского бизнеса. Что мы делаем? У нас есть автоматические линии, связь с нашим клиентом. Мы знаем, когда ему нужен какой поддон, какой размер. Мы отвечаем, что у него был этот поддон у него в складе, когда он это требуется. Это идет на автоматическом каналах, там никаких звонков нету, там ничего. И это очень такой новый метод работы, который очень важен. Мы, в принципе, возьмем один проблему от нашего клиента. Сюда мы приехали благодаря Монди, который здесь один из самых больших фирм у вас на этом регионе. И мы занимаемся один поставщик поддонов и условия логистика для Монди. Мы инвестировали сюда порядка 200 миллионов рублей, автоматические линию, потом сушилка. У нас сегодня работает 33 человека на нашем маленьком производстве, которые очень автоматизированы. У нас еще есть место для роста, что мы уже нашли новых клиентов в Санкт-Петербургский регион, в Москве ищем и будем проводить наш объем на полной мощности до конца этого года. Это значит где-то 700 тысяч, 800 тысяч поддонов в год. Высококачественный поддон. А что это тоже поддон, хочу сказать, это тоже, в принципе, экспорта из России, потому что, я считаю, там уже более половины продукции Монди идет на экспорт, и наш поддон тоже идет туда на экспорт. В принципе, это экспорт. Это дерево, которое меня радует, и это именно продукт Монди.
в Коми, которые здесь, все местные. Что все, что мы делаем, это местные. Инвестиции мы делали на наши деньги, как здесь уже плюс-плюсно. Стоимость денег сегодня в России, к сожалению, слишком дорогие, что делать инвестиции. Но я могу сказать, что в Финляндии тоже у нас стоимость деньги недорогие, но получить их очень сложно. Очень сложно получить их. Что тоже у нас проблемы. У нас можно сказать, что ставки там 2-3%, но получить для среднего бизнеса эти деньги из банка, это почти безвозможно, без личных гарантий. Что это у нас тоже такие проблемы являются. Но финансирование очень важный аспект. Каждый понимает, что большой бизнес требует, скажем так, очень длинные сроки платежей от среднего бизнеса. Это там 30-60 дней надо как-то финансировать, так скажем, оборотный капитал. И здесь, конечно, что может власть делать? И делать программы для среднего и малого бизнеса, это очень важно посмотреть, что возможно делать с банками. Конечно, он должен быть не субсидировать чисто, но какое-то доверие делать, что этот инструмент работает. Потому что без оборотного капитала, в принципе, невозможно расти. Вы хотели посмотреть, что они были такие, как и в других областях, что здесь уже удобства такие. Уважаемый Олли, я вот вижу по глазам столько вопросов к вам. Как загорелись глаза после фразы 2-3% по ставкам кредитования, я боюсь, что будет крайне популярным сегодня, поэтому, может быть, перенесемся на наши секции, да, ускорим начало наших рабочих дискуссий, чтобы больше узнать, в том числе и от вас. Уважаемые участники и гости форума, сегодня в ходе рабочего дня пройдут 6 рабочих секций. С расписанием каждой из них и номерами аудитории вы можете ознакомиться, посмотрев ваш раздаточный материал, включая, кстати говоря, бейджи с обратной стороны. Позвольте мне коротко представить наших модераторов, которые будут вести эти секции. Анна Феликсовна Дю, секция «Финансовые инструменты для поддержки бизнеса». Пожалуйста, Анна Феликсовна. Кстати говоря, эта секция в силу записи большого количества людей начнет свою работу именно здесь, после нашего приветственного, так сказать, открытия. Игорь Янович Бабков, секция снижения административных барьеров, это 3-й этаж. Надежда Владимировна Куликова, секция молодежное предпринимательство и подсекция «Найди своих профессионалов». Видим, спасибо. Далее это Павел Валентинович Поташов, секция «Надзор практика». Там тоже есть о чем поговорить. Виктор Владимирович Филипчук, секция «Инновации в предпринимательстве». Приветствую. И Галина Анисимовна Лапшина, секция «Рынки сбыта». Думаю, тоже будет крайне интересно многим. А также на 2-м и 3-м этажах, коллеги, работают информационные стойки, которые помогут вам сориентироваться с местом и временем проведения каждой из дискуссионных площадок. Всем участникам и гостям форума мы желаем плодотворной работы, активной позиции, выражайте свою точку зрения, делитесь мнениями, задавайте вопросы, ну и, конечно же, предлагайте решения. Участвуйте в развитии Республики Коми. Спасибо и до встречи. Подобный, как я, если кто-то слушал мое выступление, я сказал, что мы перед сегодняшним форумом проводили ряд круглых столов, было 10 штук. И круглый стол, который проводил я, он примерно так же и назывался, административные барьеры. Да? На этом круглом столе я потом вам зачитаю, какие проблемы, так сказать, возникали. Но мы понимаем, что административные барьеры понятие достаточно широкое, да, и, честно говоря, я даже в интернете покопался, что же такое административные барьеры. Мы все говорим, там столько определений, просто масса. Там есть и дипломные работы на эту тему, и всякие рефераты, и люди с высокими учеными степенями высказываются по этому поводу, и у каждого своя трактовка, но мы все понимаем, да, что административные барьеры, в общем-то, да, это те помехи, с которыми сталкивается предпринимательское сообщество в ходе ведения своей предпринимательской деятельности, которые создаются чиновниками всех уровней, то есть начиная от федеральных уровней власти, включая уровень, так сказать, сельских поселений, надзорных органов и так дальше.
А в моей практике есть конкретные кейсы. Я вот вам, так сказать, для начала приведу конкретный кейс, который сегодня у меня находится на рассмотрении как уполномоченного. Конкретный кейс, касающийся, я не зря ведь в своем выступлении отметил проблематику, связанную с муниципальными органами власти. Так вот, у меня сегодня на рассмотрении находится жалоба предпринимателя из Устюмы, где с 2013 года предприниматель, как арендатор муниципальной собственности, с 2013 года просит у муниципалитета, хотя это его, так сказать, право вообще, а у муниципалитета это обязанность, это, так сказать, не желание, а обязанность выкупить арендуемое помещение по 159 федеральному закону. Вот думайте, с 2013 года. Было 5 или 6 обращений, на ряд которых муниципалитет вообще не отвечал. В итоге предприниматель